Новый дом культуры. Теперь он есть у жителей сельского поселения Сурхахи. Настолько много красивых мест, достопримечательностей, хочется все посмотреть. Экскурсия по одному из самых живописных уголков мира. Молодым парламентариям продемонстрировали красоту Джейракского района. Были моменты, когда я уже отключался от общества и входил в этот кураж. Был участником этого спектакля. Ожившая память в стихах. В Новом Риданте представили моноспектакль «Василий Теркин». Вы должны приглашать аптеки, управляющего, работников аптеку, которые нарушают, вплоть до того, что закрывать эти аптеки. Борьба с наркоманией. В регионе разрабатываются новые методы. Мы сами эту историческую землю не бережем. Чистые горы. В Джейракском районе организовали субботник. Добрый вечер. В эфире в студии Мадина Албогачиева. В эфире новости 24. Сегодня в сельском поселении Сурхахи открыли Дом культуры. И теперь детишки смогут развивать свои таланты в стенах этого учреждения. Здесь есть возможность учиться танцам, вокалу, декоративно-прикладному искусству. С возведением социального объекта и налаживанием творческой составляющей удалось решить и проблему хранения книжного фонда. На открытии присутствовал глава региона. Зарема Евлоева продолжит. В сельском поселении Сурхахи сегодня настоящий праздник. На открытие долгожданного Дома культуры собрались и старейшины, и молодежь. Первое театральное выступление в новом концертном зале дали артисты творческой студии «Барт». Отличное настроение в зрительском зале поддержал глава республики. Юнусбек Евкуров поделился с местными жителями хорошими новостями. Этот Дом культуры не последний социальный объект, который откроют в 2018-м в Сурхахи. На подходе школа и детский сад. Масса тоже такое бывает. Шинокоста хавин ахин. У нас кино халдес, дети отдались программа. И программа не выполнена. Кино оборудование халдес. Кино халдес. Хотя бы для детей мультики. В субботу, в воскресенье, чтобы сюда могли пойти. С большим новосельем в первую очередь детей поздравляют и старейшины села. Теперь свои таланты в стенах этого центра будут развивать дети со всего поселения. ليرم بي حرمتي دال توف إمالول بي دال برتعبول بي دال رياصل حكمشت قاستحمل يبو حبيتا تليرم بيا. Строительство ДК стало возможным благодаря федерально-целевой программе «Культура России», которая рассчитана на 2012 и 2018 годы. По этой же программе в регионе уже возведено 5 объектов. Я хочу показать вам, технику выполнения, вот этой работы. Эта работа называется квилинг. На кружок декоративно-прикладного искусства педагоги приглашают детей, увлекающихся бисероплетением, бумажными аппликациями или лепкой из пластилина. Творчество готовы развивать во всех направлениях. Молодые художники посвящают первые картины родному селу. В селении был Дом культуры, и я училась сама, дома самоучкой была. И я рад, что сейчас открылся Дом культуры. Но, к сожалению, я не смогу сейчас ходить сюда из-за экзаменов. Но я рада, что будущее поколение будет сюда ходить и заниматься. В распоряжении будущих воспитанников нового центра еще 2 зала для занятий вокалом и хореографией, где ребят будут обучать не только лезгинки, но и танцам народов мира.
Открытие этого объекта решает сразу несколько проблем. Одна из них – отсутствие помещения для сельской библиотеки, которая раньше ютилась в старой школе. Нам выделили кабинет, очень просторный, очень чистый, аккуратный. А мы надеемся, что наши читатели тоже придут к нам. Уже многие уже ходят. Фонд у нас очень интересный. Есть краеведческая литература, очень интересная литература наших писателей. Проводить летние каникулы с пользой смогут сотни детей. Уже ведется запись ребят на все кружки. Это приведет к тому, что уровень культуры в области не только вокального жанра, но и во всех областях, в изобразительном искусстве, во всех, чтобы повыситься. Новый дом культуры станет центром села. Здесь будут проходить как праздничные торжества, так и сходы граждан. Зарима Ивлоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Сегодня заключительный день саммита молодых парламентариев. В форуме принимали участие представители молодежных парламентов из 12 стран. Для гостей провели экскурсию по достопримечательностям республики. Начали со столицы региона Магаса. Здесь их вниманию представили инновации, которыми богат город. Это многофункциональные остановки и велотакси на солнечных батареях. Также гости смогли насладиться видом на Магас со 100-метровой башни. Далее парламентарии побывали в горной части Ингушетии в Джайрахском районе. Подробнее расскажет Амина Бокова. Башенный комплекс Игикал, пожалуй, одна из самых популярных достопримечательностей Таргимской котловины. Именно его сторожевые башни первыми привлекли к себе внимание молодых парламентариев. Экскурсия еще не началась, но гости стараются запечатлеть каждый миг пребывания здесь. А вот Гасан Османов решил не только удивить своих подписчиков в соцсетях оригинальной фотографией, но и продемонстрировать коллегам хорошую спортивную подготовку. Молодой человек представляет молодежный парламент Республики Дагестан, где активно занимается разработкой инициатив и проектов для поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Социализация, интеграция инвалидов. Мой проект «Агитас» поддержал Дмитрий Анатольевич Медведев, и я его развиваю на территории СКФО. И для меня обмен опытом именно в сфере молодых парламентариев очень важен. Поэтому говорю спасибо саммиту за такую возможность показать себя и увидеть других ребят. Тем временем экскурсоводы подробно объясняют ребятам, что такое склеповые могильники, каким образом хоронили людей, но и самое простое, как отличить жилые башни от боевых и полубоевых. Много открытий сегодня сделали для себя даже те, кто знает толк в кавказской культуре. Я вообще себя в горах чувствую очень комфортно, учитывая, наверное, то, что я все-таки кавказская девушка, родилась здесь, поэтому на Кавказе. Поэтому чувствую себя очень легко, расслабленно, и мне кажется, каждый человек, который находится в горах, он подпитывается какой-то определенной энергетикой. Единственное такое пожелание на будущее этому форуму, чтобы он был чуть-чуть больше, чем 3 дня, потому что не хватает, правда, настолько много красивых мест, достопримечательностей, хочется все посмотреть. Я даже не предполагала, что будет настолько высокого уровня организация. Я очень удивилась, начиная от того, как нас гостеприимно встретили, заканчивая кухня, экскурсия, и вообще очень программа была насыщенная. Среди гостей много и тех, кто в Ингушетии впервые, но уже впечатлены красотой горных пейзажей. Редчайшие памятники старины, уникальные жилые и сторожевые башни на фоне неповторимых природных ландшафтов не оставили равнодушным и заместителя председателя молодежного парламента при Государственной Думе России Кирилла Харитонова, который уже решил для себя, что обязательно вернется в Ингушетию, но уже с семьей и друзьями. Не только первый раз в Ингушетии, а вообще первый раз в Северокавказском округе. И Ингушетия, она произвела на меня огромное впечатление, особенно сегодняшний день, когда мы присутствуем в горной ее части. Это древние башни, и очень приятно, когда маленький, сильный, гордый народ чтит свои традиции, то есть проводит здесь экскурсии, знакомит нас, жителей Центральной России, с традициями, с культурой, с бытом этого народа. Я на самом деле в восторге, мне очень понравилось, и хотел отметить, что здесь очень чистый воздух, которого, наверное, в другой России нигде не почувствуешь. А вот Дарко Тодоровский знает толк в горах. Молодой человек приехал из Республики Македония, которая известна своими горными массивами. Он побывал и в горной местности Греции, и других стран мира. Однако ингушские горы ни с чем не сравнить, рассказывает молодой человек. Я сам живу в город, который рядом горы находится. Там возле моего города несколько гор находится. Но на самом деле там высота горы 1500 метров. В отличие от тут в Ингушетии, Кавказ, где высота, наверное, более чем 4000 метров. Тут, природа напоминает мне тоже. Македония и Ингушетия природа похожая.
Но тут, мне кажется, горный массив большой и красивее, чем у нас. Мне все впечатлило, если честно. И самая дорога, куда мы туда шли, и башни, вся эта история. Под впечатлением от горных пейзажей Сергей Мореходов, заместитель председателя Молодежного парламента Республики Карелия. Молодой человек занимается разработкой антиалкогольных инициатив. Саммит МАГАТЭ-2018 – та площадка, на которой начинающий политик смог поделиться идеями с коллегами из других регионов. Ну и, конечно же, насладиться красивыми видами Джарахского района. С впечатлением просто из Северной Карелии, солнечный край, это просто зашкаливает, конечно, да. И то, что дали посетить и равнинную местность, город Магаз, да, который мне очень понравился, очень чистый, ухоженный. Кстати, помимо ярких впечатлений и приобретенного опыта в профессиональной сфере, на этом саммите Сергей завел новые знакомства. А если говорить точнее, у него появился хороший друг. Мы сошли с поезда, нас встречали ребята именно с саммита, и было очень приятно, что познакомилась с коллегами, например, из Карелии, и, надеюсь, получится посетить теперь эту область. Также то, что нас вывозят на различные достопримечательности, это очень интересно, потому что познаешь историю не просто со страниц, а именно вживую. И это откладывается в памяти, и хочется сюда вернуться еще, конечно. Уже завтра участники саммита отправятся к себе на родину. Для кого-то это соседняя республика, а для кого-то страна на другом континенте. Но все они увезут с собой незабываемые воспоминания и, конечно же, приобретенный опыт. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. Сегодня, в последний день саммита, его участники встретились с главой субъекта Инузбеком Евкуровым. Подводя итоги трехдневного молодежного форума, они отметили, что хотели бы, чтобы такие встречи стали традиционными. Сирия, Франция, Испания, Молдавия, Македония, Эквадор. В общей сложности молодежь из 12 государств собралась обсудить проблемы мирового масштаба и постаралась внести свою лепту в процесс их решения. Инузбек Евкуров со своей стороны отметил, что саммит молодых парламентариев прошел успешно. Все было прекрасно. И надеюсь, что принимающая сторона делает все, чтобы вы в хорошем смысле слова запомнили и республику, и Кавказ, и, конечно, чтобы голодные отсюда не видели. Надеюсь, да? Спасибо. Участникам саммита предоставилась возможность поделиться с главой впечатлениями, задать интересующие их вопросы, а также озвучить идеи касаемо самого форума. Давно сотрудничаем, очень известные ребята. И что я хотел сказать. Спасибо большое, что вы мне и ребятам из вашей республики подарили столько друзей из всего мира, кунаков. Это знаете, это бесценно. Я первый раз в Ингушетии, и я действительно удивлен, потому что у вашей республики есть свой стиль, своя какая-то красота. Я был на вашей башне. Нет. Согласие. Я поднялся на ней пешком, и я... Да. И я счастлив. Республика Ингушетия дала мне такую возможность. Про образовательную программу я не буду говорить, потому что она была на высшем уровне, не надо было размусоливать. Все было супер. Несколько дней назад стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая проводится ежегодно в канун празднования Дня Победы. Сегодня к этой памятной акции решили присоединиться и ученики двух малгобекских школ. В центре города, на площади рядом с городским сквером, водителям, прохожим раздали эти символы победы. Организаторами акции выступил лагерь военно-патриотического воспитания «Молодой патриот». Память о страшной войне, память о нашей великой победе. И дети с живым интересом участвуют в данной акции, что нас очень радует. Я думаю, что эта память, наша цель взрослых, сохранить эту память, передать эту память нашему поколению подрастающему. Да, это безумно приятно, когда люди откликаются, им приятно, что им дарят ленты, и их как-то в память оживает, можно так сказать. Грядет очередная годовщина Великой Победы. В этом году, 9 мая, исполнится 73 года со дня победы советских войск в Великой Отечественной войне. О событиях 40-х говорят на уроках, специальных мероприятиях и акциях. А вот для учащихся школы селения Икажево эхом войны стала братская могила. Там захоронены 4 советских солдата. Еще в те годы в учебном заведении располагался госпиталь. Репортаж Зелимхана Калоева.
Мамонтов, Герасимов, Шварев и Бортников. На сегодняшний день фамилии — единственная информация об этих 4 отважных защитников Отечества, которые отдали свои жизни, спасая Родину, так и не услышав заветного слова «Победа». С тяжелыми ранениями каждый из них поступил в госпиталь, который располагался в стенах первой школы селения Икажево. Тогда по всему Советскому Союзу остро не хватало медикаментов. Даже вату и бинты приходилось стирать, кипятить и вновь использовать. В этих условиях шансы на выздоровление практически приравнивались к нулю. Не удалось выжить и этим бойцам, их похоронили во дворе госпиталя, а ныне школы. Вот этот памятник поставлен этим 4 участникам боевых действий. К великому сожалению, у нас был богатейший музей, но вот в период, вы знаете, перестройки, все то, что было накоплено за многие годы, это было утеряно, к великому сожалению. Сложно представить, что 73 года назад на месте этого школьного двора вместе смеха и веселья были сотни раненых солдат. Крики, слезы и смерть. Сегодня от тех страшных дней остались разве что воспоминания очевидцев. Корпус, в котором находился госпиталь, уже давно переоборудован под столовую, спортзал, а рядом построено новое здание для учащихся. Но памятник 4 бойцам остается напоминанием каждому, кто приходит в школу, какими усилиями нашим предкам досталась Великая Победа. Когда смотришь на эти памятники, ты просто понимаешь всю эту боль, всю безысходность тех людей, которые пали тогда. Ты осознаешь, как же сложно было тем временам людям и врачам, медсестрам видеть их в таком состоянии. Ты понимаешь, что мы живем из-за них, что такое время, мирное время, нам дано только из-за их силе, их мужеству и их патриотизму. Хранить память об эпизоде Великой Отечественной войны, связанного с родной школой, считает своим долгом каждый ее учащийся и выпускник. Многие из ребят пытались установить биографию бойцов, чьи фамилии стали основой этого памятника, а также и других солдат и врачей, кто хоть как-то был связан с первой школой, но все без результата. Когда мы учились еще в 9-10 классах, из архивов, из документов, из того, что было, из газет мы как-то искали, статьи, в которых говорилось об этом, но нигде об этом не упоминалось. Пока мы храним память о павших героях Великой Отечественной войны, защитников Отечества, они будут жить вечно в наших сердцах. Зелимхан Калоев, Амина Бокова, Ахмед Горбаков, Новости 24. В памяти об участниках Великой Отечественной войны студентам колледжа Нового Реданта представили мобильный моноспектакль «Ожившая память в стихах». Мероприятие прошло в форме образной декламации легендарного литературного произведения Александра Твардовского «Василий Теркин». Слово Жаридат Халухоевой. В поэме Василий Теркин Твардовский создал бессмертный образ советского бойца, который за внешней потешностью, несерьезностью раскрывает глубокий смысл, понятный каждому. Жизненный опыт лихого солдата, мастера на все руки и народного философа, сознающего, что правда правдой остается. Сегодня это произведение стало олицетворением патриотизма и духа нации. Своим небольшим во времени, но полным по содержанию и эмоциям выступлением режиссер и актер в одном лице Сергей Панферов переместил слушателей военные и 40-е, что казалось сам Теркин рассказывает на привале. Подходил к селу в потемках и служил ему котомкой боевой противогаз. Перед боем переправа, о награде и поединок, знакомые всем истории. Вот Теркин в шутку рассуждает, что хорошо бы получить медаль и прийти с ней после войны на гулянку в сельсовет, а уже через несколько минут угощается спрятанным салом бабули. И уже уходя с порога на вопрос деда, побьем ли немца, отвечает: побьем, отец. Все эти моменты заставили вспомнить давно забытые строки и Магомеда Байсагурова. Были моменты, когда я уже отключался от общества и входил в этот кураж. Был участником этого спектакля. Такие моменты были. Но, естественно, они впечатляют. И к тому же Василий Теркин – это давно забытое мое детство, юность. Я был тоже когда-то так, играл этого Теркина, и поэтому сидел сейчас, вспоминал все те слова, которые он сейчас говорил, это я когда-то учил наизусть. «Ожившая память в стихах» – проект, получивший многочисленные положительные отклики от общественности. Идея его создания у Сергея зародилась давно, правда, реализовать получилось только в прошлом году. Впервые представлено на заочном этапе Всероссийского конкурса молодежных проектов, его не только одобрили, а также подтвердили потребность его дальнейшем существовании на государственном уровне. Как признается сам автор, с самого первого дня он точно знал, какое произведение будет играть. Будучи на политзанятиях, столкнулся с этим произведением уже более в зрелом
уме и возрасте, меня она произвела очень высокое впечатление, что я не заметил, как выучил это произведение. Это 30 глав, это около 5 часов сольного выступления. И я загорелся идеей выступления, это был 2014 год, а 2015 год это 70 лет Победы, и я решил во что бы то ни стало принять участие в мероприятиях, посвященных Великой Победе. Показ спектаклей в республике проходит в рамках тура по городам всей страны. Как признается сам Сергей, выступать здесь для него особо значимо. Ведь впервые свое творчество ингушскому зрителю он показал именно в городе славы. Приехав к вам в республику, я очень приятно был удивлен таким гостеприимством, которое было оказано мне. Мне очень приятно находиться в городе Малгобеке и в районе. Это очень памятное событие для меня, ведь эта земля она пропитана кровью сражений. Недаром Малгобек славится своей боевой и воинской доблестью. А спектакль и дальше, странствуя по различным городам страны, все так же будет возрождать память о погибших. Ведь, как предостерегал великий русский филолог и историк Василий Ключевский, народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. Жарайдат Халухоева, Рамазан Мержоев, Новости 24. Прямо сейчас смотрите короткую рекламу, а вот что вы увидите во второй части выпуска. Борьба с наркоманией. В регионе разрабатываются новые методы. Чистые горы. В Джарахском районе организовали субботник. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск Home и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск Home. Назрань, улица Евлоева, 41. Сегодня работники скорой медицинской помощи отмечают свой профессиональный праздник. 28 апреля считается днем рождения службы скорой медпомощи в России. И хотя это пока не официальный праздник, но активность медработников и ряда пользователей интернета и социальных сетей направлена на то, чтобы он стал профессиональным праздником. С 1 января 2005 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития России об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи, который определил базовые положения при оказании медпомощи. Круглосуточно неотложные и фельдшерские, врачебные и акушерские бригады спешат на помощь больным. Для этих людей нет ни выходных, ни праздничных дней, они всегда на работе, потому что их миссия самая важная – первая скорая помощь. Борьба с наркоманией – эта задача обсуждалась на заседании в правительстве. Обсуждение прошло с участием главного нарколога республики, представителей антинаркотических комиссий городов Ингушетии, глав муниципалитетов и преподавателей СУЗов. Какие новые методы по борьбе с наркоманией решено применять в республике? Об этом расскажет Хади Добриева. На учете в региональном наркологическом диспансере 1406 потребителей наркотических веществ, причем 47 из них в этот список попали только с начала года. Если сравнивать с показателями по России, конечно, ситуация на порядок лучше, отмечает замсекретаря регионального совбеза. Но общая головная боль уже даже не наркозависимые, а именно аптечные наркоманы. Вы должны вызывать вот этого людей, каждого человека, комиссии вызывать. Вы должны приглашать аптеки, управляющего работников аптеку, которые нарушают. Вплоть до того, что закрывать эти аптеки. Мы не можем допускать молодежь уже, чтобы психотропные средства употреблять, довести. Так он молодой болеет, так он несовершеннолетний болеет. Куда же они нам предъявят претензии? Статистика аптечных наркоманов неуклонно растет. Такой итог подводит и главный нарколог республики. Тому доказательство последние результаты медобследования призывников. В этом году мы около 310 призывников, те, которые собираются у нас в армию уходить, их обследовали, ну как и во все года. Но в этом году это какая-то напасть. 4 человека с марихуаной обнаружили. 4 человека. В этом году? Да. И какой возраст? Возраст от 18 до 22 лет. Ну вот, основной призывной возраст, получается. Только с Ростовской области по результатам медицинского свидетельства первичный материал нам пришел на 5 человек с Ростовской одной области. За прошлый год соседи нам передали 26 человек.
Что делать и как бороться с этой напастью, Джамбулат Ваделов отмечает, там, где по сути необходимо использовать сразу 3 рычага – профилактику, стационар и реабилитацию наркозависимых, в регионе по факту во внимание принимается только первый. Чтобы это все работало, надо это все организовать. Я понимаю, сегодня мы хотим школу и садик, а для чего, если потом у нас будет целая проблема из-за тех, которые употребляют, из-за того, что они не смогли воспитать своих детей. И проблемные дети уже будут проблемой нашего общества, нашей республики. Поэтому везде мы говорим много-много, но надо уже действовать, иначе у нас ничего не получится. Вот это самое главное, надо создавать условия для того, чтобы мы могли организованно, вот это поэтапно, в 3 этапа проводить эту работу. Тогда у нас может что-то получится. Ваха героев делится. Для работников Карабулакской администрации редко, когда выдается спокойный день. Нарушителей ловят почти ежедневно. Приглашают не только всю семью, но и старших тейпа. Правда, почему-то родственные узы и менталитет чаще всего в ход идут совсем не для того, чтобы исправить ситуацию, а прикрыть проступки своих детей. Родители сами усугубляют ситуацию, воспитывая в них чувство безнаказанности. Да и закон в этом случае слишком мягок по отношению к нарушителям. Мы выезжаем каждый раз задержать дальше. Я вижу на их лицах абсолютно Шейх Табасич. Да, хочу оценить, что ты пишешь, лайк, ты живешь, по закону ханды ищаться. Вот он стоит тебе в глаза, смеется тебе, что ты срахаешь, да, молится, а вот видите еще, ханды ищаться, все, он здесь потерял чуть-чуть, но он завтра заработает, он еще больше это сделает. Чаще всего даже родители просто не знают, что их сын когда-то стоял на учете. И здесь, как выразился Исмельхан Гайтов, работа властей в этом направлении просто провалена. Родители учете, потому что ко мне обратились, я интересовался по делу, здесь алодивался. На учете, он сам забыл об этом, Асханял духов малбарими, а ссылатик сунсинаху, а асханял стал. Ведь асхани Бог биабалари, сында хавиха валари, зкянки хавиха. Сындяца априлица диадори, аль яхава ишна учети довод ведь андори, цешине нухудер. А если и знают, то родители чаще всего просто закрывают на все глаза, считает Фариза Илиева. Складывается впечатление, что для них легче смириться с тем, что их дети употребляют, чем пережить груз общественного порицания. Родители очень часто закрывают глаза на то, что их ребенок потребляет. Я сама мать, и я прекрасно понимаю, что значит, когда мать закрывает глаза на то, что ее ребенок потребляет. Она просто не хочет видеть этой правды. Она боится не того, что ее ребенок заболеет и не дай Бог умрет. Она боится общественного порицания. Но она не боится общественного порицания касаемо того, что ее ребенок умер от наркомании. Она приписывает ему эпилепсию. Да. Она может приписать ему, черт знает, что рак какой-нибудь, но не спит и не наркоманит. Да. Почему об этом не говорится? Если у нас есть такой замечательный рычаг, как социальные сети, почему мы не можем их использовать все вместе? С одной стороны, разрушенное сознание, а чаще всего загубленная жизнь. С другой, лирика не относится ни к сильнодействующим, ни к наркотическим веществам. За ее употребление и продажу уголовную ответственность нарушитель не несет и может отделаться лишь штрафом за продажу медицинского препарата без соответствующей лицензии. Вы, наверное, заметили, если вы мониторите соцсети, туда-сюда. Вы заметили, Карабулак. Внизу уже комментаторы пишут, а это Щелков, Гарик Карабулак, наркоманы убили. Нет, это о чем говорит? Работают все, но мы сегодня взяли на свой страх и риск, мы выкладываем царыжарыш, даже несколько раз паспорта делаем, паспорт ждак, если одно, и рушашин, лизу, мы это делаем, но опять же, законно вещать. Использовать соцсети, чтобы создать моду на здоровый образ жизни, разрушить зону комфорта тех, кто уже попадался на запрещенном улове. И если наказывать кнутом не позволяет закон, на встрече предлагают хотя бы частыми визитами и постоянными беседами создать для них дискомфорт. Итоги такого своего рода эксперимента участники подведут на следующей встрече, на которую также пригласят участковых уполномоченных. Хади Добрива, Рамзан Зурабов, Новости 24.
В гимназии Марем состоялась научно-практическая конференция «Поколение Next». В ней приняли участие учащиеся со всех школ республики. Так как 2019 год объявлен годом театра, то нынешнюю конференцию посвятили именно этой теме. Докладчики наглядно иллюстрировали свои выступления видеорядом. Доклады читали как на русском, так и на английском языках. Оценивали работы детей независимое жюри, которое состояло из членов парламента, работников театра и Министерства образования. Каждый год конференции мы проводим в зависимости от того, как выберет совет научно-методический, какую тему выберет. Тема зависит от того, вообще она у нас юбилейный характер носит, и поэтому она всегда посвящена какому-то значимому событию, которое происходит или в мире, или в России. В данном случае год театра важен, конечно, для всей культурной жизни России. Наши дети знают под руководством научных своих руководителей, они по заданным направлениям подготавливают работы, очень тщательно занимаются отбором материала, переработкой его, анализом, собирают все это так, как положено сделать. Поэтому всегда получается у нас, в общем-то, для детей интересно и взрослым интересно. Ингушетия поборется за 5 миллиардов рублей во всероссийском конкурсе исторических поселений и малых городов. Республика готовит для участия в мероприятии 4 заявки. Бороться с муниципалитетами-участниками из других регионов будет Магас, Малгобек, Сунджа и Карабулак. На протяжении 3 месяцев в городах проводились обсуждения и социологические исследования по созданию проектов общественных пространств совместно с горожанами и созданы проекты новых парков, скверов и площадей при участии архитекторов и студентов. Лучшие проекты создания комфортной городской среды будут объявлены до 1 июня. Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения конкурса, а также поручил дополнительно выделить победителям 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Комитет экологии совместно с Комитетом по делам молодежи провели масштабный субботник в Горной Ингушетии. Местом уборки стали башенные комплексы Эгикал и Таргим. Очистить достопримечательности республики от мусора вызвались более сотни активистов. Как проходила уборка, расскажет Жаридат Халухоева. Свежий воздух, прекрасная природа и завораживающие архитектурные памятники в Горной Ингушетии восхищает все. Картину омрачает лишь скопившийся мусор, который от холма к холму побывал в увлекательном путешествии. Но сегодня его путь был окончен. Конечная станция – мусорная свалка. И такая участь ждет всех оберток, бумажек и других нелицеприятных свидетелей хорошо проведенного времени. Борец с мусором Башир Мержоев признается, подобные субботники проводить приятнее всего, ведь трудишься на благо родной республики. Придя сюда и глядя на весь этот мусор, конечно, приходит печально, приходит грусть, что твой же народ так поступает со своими памятниками культуры. Это место Эгикал, настояние народа. Масштабный субботник собрал больше сотни человек. Сотрудники комэкологии совместно с Комитетом по делам молодежи провели здесь большой объем работ, начиная от башенного комплекса Эгикал и заканчивая берегом близлежащей реки. Активисты собрали около 50 мешков мусора. Собравшиеся негодуют. Как можно так загрязнять окружающую среду? Ведь Горная Ингушетия – это жемчужина Кавказа. И оставлять здесь мусор непозволительно ни гостям, ни местным жителям. Если вы помните, лет 10 буквально назад, чтобы пройти сюда, в Джайрасский район, требовали специальные пропуска, которые выдавались. Надо было ждать по несколько недель, и только после этого мы могли сюда приехать. В то время наше население выражало недовольство, говорило, что нас лишили свободного доступа на нашу историческую землю. Но, как мы сами видим, после того, как этот доступ нам дали, мы сами эту историческую землю не бережем. Субботник проходит в рамках акции «Чистые горы», и уже по ставшей традиции уборку проводит 2 раза в год, начиная и заканчивая туристические сезоны. Сегодняшняя приобрела еще больше масштаб и значимость, ведь приурочена она к предстоящему слету регионального добровольческого корпуса «Опора нации», где в течение нескольких дней волонтеры со всего региона будут проходить мастер-классы и обучающие тренинги. С ребятами будут заниматься эксперты, федеральные эксперты, где у нас будет проходить слет, будут обучать их, чтобы в дальнейшем уже добровольцы знали, как им работать, как правильно подход сделать к работе. Вот. Помимо этого, также у нас будут проводиться разные спортивные игры и другие интеллектуальные игры. Как отмечают работники комэкологии, такие субботники будут проходить и дальше, и не только по сбору мусора. Ту субботу провели широкую акцию в рамках «Вода России» в городе Сунджа, где участвовал сам глава республики, где массовая посадка деревьев. Они будут происходить на разных территориях, в разных муниципальных образованиях.
Сегодня молодые люди показали пример того, как нужно обращаться с культурным наследием. Далее ребята планируют очистить еще и башенный комплекс Таргим. Жаредат Хулухоева, Адам Далаков, Новости 24. На этом я с вами прощаюсь. Такими были главные события дня. А вот чем запомнилась эта неделя, смотрите в программе «Итоги недели» в это воскресенье с Риной Цичоевой. Отчет председателя правительства Ингушетии. Денежные доходы на душу населения выросли на 5,4%. Что удалось сделать в республике за год и какие планы ставит глава Ингушетии перед кабинетом министров? Задача номер один. Такое явление, как коррупция. Каждый заместитель министра должен отвечать за свой фронт, за свой сектор работы. Геолокация Ингушетия. 50 блогеров из России гостили в Ингушетии. Ох, это прям вот ради этого можно было приехать в Ингушетию. С какой целью приехали в регион и с какими эмоциями покинули страну башен и легенд блогеры? Первый международный саммит молодых парламентариев МАГАС-2018. Молодые и амбициозные представители из 12 стран мира делились опытом практического парламентаризма. Какие темы осветили участники в своих докладах? Моя работа заключается в том, что привести новые идеи, новые знания. В столице готовится к главному празднику страны. Парад! Равней! Выверенный шаг и идеальная выправка. Первая репетиция Парада Победы в Магасе. Эти и другие темы смотрите в информационной программе «Итоги недели» в воскресенье в 21:00.